Кинофильм – это жизнь, из которой вывели пятна скуки, сказал Альфред Хичкок. Как обычно, с цитаты мы начинаем выпуск программы «Якутия Лайф. Человек». Меня зовут Ирина Ефимова. И сегодня у нас в гостях режиссер, сценарист, продюсер Любовь Борисова. Здравствуйте, Люба. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, понятно, что «Надо мной солнце не садится» — это был твой режиссерский дебют. До этого я знаю, что в «Царь птицы» ты работала вторым режиссером, но своим человеком в кинотусовке ты стала давно-давно. Я вот помню, ты там... Как туда вообще попала? Как началось вот это? Ну, лет 10, наверное. Все знают, что я в то время работала в банке. И параллельно мы пытались снимать какие-то любительские фильмы. И постепенно я вошла в кинотусовку. И первый проект настоящий был с Аркадием Новиковым, сериал «Тишка-мишка», «Кот на крыше», по НВК показывали. Вот. И после этого я поняла, что банк это точно не мое, и ушла полностью в кино. Вот это вот решение бросить банк и уйти в кино, как оно пришло, как это было сложно, нет? Я же с детства из творческой семьи, поэтому я думаю, это было закономерно и, может быть, даже ожидаемо. И, я всем сказала, что я хотя бы 1 год попробую, если что, вернусь. И все поддержали. Расскажи, кстати, про семью. Мы из Верхнеуфлейска. Мама у меня режиссер Народного театра. Мы с детства во всех спектаклях массовки работали и на гастролях были. Папа народный мастер, хомусист, там музыкальные инструменты. Мастерская СРГ, они делали музыкальные инструменты почти первые в республике. Возрождали технологию тогда в 90-е. И сейчас старые инструменты, которые на руках у многих есть, это старые производства СРГ. Тогда, получается, в семье восприняли вообще нормально твой переход? Да, с пониманием. А экономическое образование вообще помогло в кино как-то? Как оказалось, да, потому что я же часто и в продюсерской группе работаю. Поэтому сметы считать, там вот это все на Excel работать, с документами, с контрактами даже вот английский язык даже помогает. С иностранными компаниями работаем, там контракты все на английском, вот это все надо. После института, там мировая экономика, мы изобрели контракты на английском, все это, как будто бы все для этого тренировка была. Все основное время я же просто пробовала себя, то там, то сям, на вспомогательных позициях, можно сказать. И режиссером-то и не стремилась быть. Просто как-то так случайно совпало, что мне поручили проект уже в Сахафильме. Сначала был конкурс идей, потом обсуждали. Потом сказали, кто это будет писать, дали мне написать, и сказали, заканчивай, раз написала, сама и снимай. Это ты про «Надо мной солнце не садится» говоришь. Кстати, как ты сама для себя объясняешь такой успех фильма, что его и зрители любят, и критикам он понравился? Все же зависит от продукта, его цели, с какой целью ты его создаешь. Мне кажется, успех — это когда замысел режиссера, создателя удался. Если он сам для себя решил, что получилось, значит успех. Но этот фильм получился таким, как ты его представляла у себя в голове? Да, потому что тоже анализировала. Наверное, помогло то, что я еще и режиссер монтажа. Опыт большой. И, как оказалось, и сценарно тоже, это тоже помогает. Это по темпоритму. Потому что как было написано, так я собрала и так и показала. И ничего лишнего там не было. Я сама удивилась, что с первого раза вот так получилось. Второй фильм я переписывала целый год, допустим. Потому что сам соавтор тоже был, и сопродюсеры московские. Это очень сложно, когда не только для себя пишешь, а еще и надо интересы других тоже учитывать. Для кого ты снимаешь кино? Для нашего зрителя? Для якутского зрителя, да, прежде всего? Да. Потому что самый требовательный. И чтобы удовлетворить якутского зрителя, надо самую высшую планку держать. Потому что я помню, «Царь птицы», когда мы делали, по фестивалям целый год там поездили. Ладно, там удивляется, там якуты фильмы снимают и все такое.
Ну и сама история, ну для них это необычно. Но мы очень волновались осенью, когда якутская премьера была. Мы думали, нас ругать будут. То есть якутский зритель, он очень требовательный. И то нас ругали за то, что у нас курение было. Забыли забор поставить, и нас очень много за это ругали. За каждую мелочь. А на фестивалях, конечно, они не знают об этом. То есть якутский зритель, он требовательнее, чем мелочах, критики, да? В чем-то соврешь, ты там внимания не уделишь, скажут, вот так не бывает, плохой фильм. Даже, ну, это даже не относится к самому фильму, к качеству драматургии и так далее. Какую-то мелочь вот, прицепится и будут ругаться. Степан Петров, он проснулся знаменитым после «Царь-птицы» уже. Понятно, что вот все его уже ждали, да, когда он в «Дневное солнце не садится». А вот студент Иван Константинов, он как вы его выбрали, как он попал на кастинг? Тоже случайно. Вот, на «Дневное солнце» я под Степана писала. То есть уже было понятно, что старика сыграет да, Степан? Именно под него надо бы сценарий написать. Даже сценарий под него писался? Ну, почему-то в голове у меня было, что надо бы под него написать. И какой-то условный мальчик. И мы, когда это обсуждали тут, в Сахфильме, как раз в этот момент, когда думали, кого бы мы будем снимать там, из молодых, даже не молодых, а прямо юных надо было. И в этот момент к Шадрину в кабинет залетает Эркен, и он говорит, о, у меня есть такой подходящий мальчик. И посоветовал. И сказал прямо от сердца отрывая, для себя берег. Мы попросили у него в виде карточку. Очень долго не отправлял, тоже ругали его. Ну и когда отправил, такой живенький, с усиками. А усики были уже, да? Я думала, вы заставили для фильма его. Почему-то у него были усики, и Шадрин сразу сказал, о, усики оставляем, это прямо фишка, да? Ну и мы заставили его отращивать. Когда я вот в первый раз этот фильм посмотрела, а потом мы с кем-то мы вышли обсуждать «Сыр и Энгельс», что ли. Вот. А мне это показалось вообще такой прямо мифологической историей про инициацию. Вода, которая от остров отделяет, да, это прямо вот как Стикс. И как будто это прям вообще, ну вот царство мертвых. Ну, инициация — это же такое символическое умирание, да. Воин проходил период взросления, символического умирания, потом возрождался. Вот. В общем, как-то я это все так поняла и говорю, вот, это же вот такое. А Ира говорит, да ну они про это вообще не думали, я уверена на 100%. Вы про это думали? Нет, конечно. Все эти сложные интерпретации, они потом возникают всегда. Ну, может, где-то в подсознании, но, конечно, не специально то, что я хочу там показать инициацию как символ смерти. Поехали на остров. Такого нет, конечно. Сначала был остров, а потом вся история. То есть, ну, история началась с того, что наш оператор Семен Аманатов там снимал про это село документальный фильм, уже несколько раз туда ездил, и вот вернулся уже с предложением, что на этой локации надо бы что-то снять, потому что очень красиво. Ну, открыл для себя это место, и уже там у него контакты были, уже логистика вся выстроена, и все равно они туда едут документалку снимать, поэтому задача на худсовете была вот на этой локации что-то с минимумом актером, что-то снять. С минимумом бюджета. Ага. И вот надо было придумать историю. А вообще началось, получается, все с локации или со Степана? Ну, Степан просто, мысль отложилась, это сколько угодно же может лежать. А плюс локация. Плюс сказали почитать Лугинова «Каменный мыс». Я сначала почитала и сказала, нет, это нам не подходит. А потом, когда начала придумывать историю, обратно вот эта идея с стариком, который ждет дочь, вернулась. И как-то такая современная история родилась с мальчиком. Много там осталось от рассказа изначального? Повесть из нескольких рассказов состоит про судьбы разных людей, которые каким-то образом вот были связаны с этим мысом, с этим стариком и с его дочерью. Такая серия мини-рассказов. И вот у меня основывается на первом рассказе про историю старика. Ну и финал самого последнего рассказа, что она приехала. Вот, кстати, мне это показалось самым неправдоподобным, что она приехала. Но это по Лугинову. Ну, многие на фестивалях говорят, зачем такой там приторный финал, там все такое. Надо было убить старика и на этом остановиться. Ну, это мы думали, это же не якутский финал.
Мы же всегда хотим, чтобы после суровой зимы все равно весна наступила. Как бы там ни было. После войны всегда мир. Ну, все такое. Жизнеутверждающее Это что-то, да? именно якутская черта. Ну, я для себя так определила, что жизнелюбие, жизнеспособность, вот стремление к чему-то, ну, хотя бы к хорошему финалу, это именно якутская черта. Если бы мы просто убили старика и на этом все, конец фильма, это как-то не очень по-якутски. Ага, то есть критикам бы понравилось, а якутский зритель бы не Да, простил. да. Нет, конечно. Тем более, что у Логинова такой финал, а мы специально в черных, да. Как-то мне тоже не понравилось бы. Ну, такое снимать, такой мрачный финал. А как ты думаешь, сама вот этот фильм, он добрый, скорее, или грустный? Вот одним словом, если попросили бы охарактеризовать. Это какое это кино? Гуманистическое, я люблю говорить. Ну, да, с любовью к человеку. Это гуманизм. Я вот накануне интервью специально фильм пересмотрела и смотрела со своей дочкой 12-летней. Я не ожидала, что она так страшно разрыдается. Я ее потом час не могла успокоить. Да, дети часто так реагируют. Вот. Я говорю, смотри же, она же приехала. Ну и что, он же уже умер. Да. Вот. А я ей анонсировала как добрый фильм. В итоге она жалеет, что посмотрела? Или нет? Ну, вроде бы не жалеет, но считает, что я ее обманула. Анонсировала доброе кино. А песня, там у этой песни есть какая-то отдельная история? Это Heart is Color. Ну, у меня в плейлисте часто от Моисея, с первых рук, он что-нибудь напишет и сразу мне отправляет, даже если он не публикует, какие-то наработки там. И у меня в плейлисте, короче, в телефоне все его наработки. И в следующий раз, когда я фильм делаю, я говорю, о, давай вот этот вот твой трек будем использовать как главный, ну, саундтрек. В таком духе, короче, мы дружим, работаем. И вот у меня это в голове была эта песня. Но там какая-то история сразу по тексту, да? Про бабушку, там, про маму, что они... Нету их, что они в том мире уже? Живых и так далее. Такая горечь, прямо живая эмоция там. И именно из этой песни родилась вот линия мальчика. А потом, когда мы уже чуть ли не записываться пришли, я узнаю, что стихи написал Леша Амбросев, младший. Наш друг, кинорежиссер. Я ему звоню, Леша, там, короче, можно использовать и все такое. И, конечно, и получается, что его стихи послужили тоже вдохновением для вот второго блока в этом сценарии. То есть, ну, имело влияние на структуру сюжета. Именно эти стихи, ну, на которые спел Моисей на свою музыку. Была песенка, и вот она линия легла мамы в основу, и бабушки, она оттуда родилась. Легла в основу сценария. Ну, то, что ты спрашивала, это написано член Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии. Это нам дали в Австралии. Такое членство дают, когда тебя, ну, ты попадаешь в 5 номинантов. АПСА, премия АПСА, Азиатско-Тихоокеанского региона, там 70 стран входит. То есть из 7, и каждая страна может неограниченное количество фильмов номинировать каждый год. И получается, из этих 70 стран мы попали в 5, ну, по своей номинации, там, ЮНЕСКО, по-моему, был. То есть то же самое есть у «Костра на ветру», у Давыдова, вот Сардана Савина, у меня есть у Эдуарда Новикова и Дмитрия Шадрина. И потом еще в прошлом году, по-моему, Ческирой тоже такое дали. То есть, ну, здесь люди не понимают, и насколько это круто. То есть наша киноакадемия, мы же не к Америке относимся. То есть это наш Оскар по нашему региону. Наша киноакадемия, вот АПСА, и мы там номинант. Это как номинант премии «Оскар», только АПСА. И там одна страна, Америка, а тут 70 стран. То есть намного конкурс выше.
Это мои. Серебряный арбузат, это в Башкирии. Гран-при. Было. Ага, мы аж 3 лошадки принесли оттуда. Надо мной солнце и так. 2 приза, ну, включая гран-при. И еще приз был за операторское, это у Аманатова дома лежит. Вот, это призы Якутского кинофестиваля, тоже приз зрительских симпатий. Недавно мне дали юбилейные монету, да, можно сказать, памятные. Это Лев Габышев, первый киносценарист Якутии. Помнишь, советский фильм «Тайна предков», по-моему, назывался. И он писал сценарий. То есть еще до вообще якутского вообще кино. стар. 60-е, 70-е годы он еще тогда вот отставил. Таджики, по-моему, приезжали, снимали в советское время. А у нас тогда вообще про кино ничего не было. И он писал сценарии и писал письма, чтобы в Якутии тоже киностудии открыли. Тогда еще. Это вот история такая. Поэтому вот здесь поставили. И вот самая главная наша гордость, всем гостям показываем, это наш Золотой Георгий, победоносец, Московский кинофестиваль за «Царь птица». Вот, шепот. Точно такая же статуэтка там у мировых знаменитостей. У Феллини такая же. Вот. Издавна она не менялась. А ключ это, по-моему, приз зрительских симпатий, да, как раз? Это мой московский приз. Зрительских Приз симпатий, зрительских симпатий, за да. «Надо мной солнце не садится». Ключ от зрительских сердец вот нам вручили. Ну, примечательно, что вот приз зрительских симпатий за этот фильм давали в Москве, в Германии и в Китае. То есть, видишь, какой разброс этих менталитетов. Везде зрительские Россия, симпатии. Германия и Азия, Китай. И везде приз зрительских симпатий. Причем в Китае это считается главный приз. Главнее, чем... Самый главный приз, вот Audience Choice. Вот. Вот это... Шанхайский кинофестиваль, это очень большой кинофестиваль. И главный приз нам дали. И с ним тоже Media Choice. То есть из 3 призов 2 главных мы унесли. Вот. Это тоже круто. Ты так спокойно про это рассказываешь, а ты ожидала, что будет такой успех у фильма? Догадывалась, может быть, судя по «Царь птицы». Ну, самая такой первая реакция была на московском. Ну, такая, тоже не ожидали. Да? Это прямо огромный зал, это в космосе, что ли, был. Огромный, в общем, кинозал. И после фильма вдруг все встали и зааплодировали. И нам еще сказали, что на московском такого никогда не бывает, что такой бурной реакции зрителя московского. И прямо нас не отпускали, мы кое-как освободили зал, чтобы в следующий фильм включили. И снаружи тоже нас очень долго не отпускали. Это прямо ощущение победы было тогда. И вот после этого уже вторичные ощущения были. Ну и в Уфе тоже, я помню, очень эмоционально было. Там весь зал прямо встал и зааплодировал. И всю неделю они подходили к жюри и говорили, как там наш фильм? Наш имеется в виду «Надо мной». То есть зрители, они болели за этот фильм и воспринимали его как там наш фильм. Победит, вы дадите им приз или нет? В общем, такой очень теплый и душевный фестиваль был. Часто творческие люди, они склонны верить в какую-то мистику, какие-то киношники обычно рассказывают истории, которые там на съемочной площадке приключались. У тебя есть такие истории какие-нибудь? Куча. Спросите меня о чем-нибудь. Ну, я особенно люблю всякую мистику и рассказывать, и пересказывать, и, может быть, даже это чересчур. У меня все, значит, это что-то значит, все такое. Ну, интересно мне просто. Призраки, короче, у нас были. Нас поселили в селе Найба, в старой больнице. Ну, конечно, это очень маленькое село, и там никаких гостиниц, ничего такого нету. Гостей они селят в старую больницу, стационар, который закрылся, и осталась только поликлиника. То есть половина дома, она просто не действует. Такое узкое, длинное здание, 40-х годов постройки деревянное. И мы там жили по палатам, и стали слышать какие-то по ночам какие-то шаги.
как будто кто-то крадется по коридору. Мгм. Я каждую ночь выходила ловить, и никого нету. У меня какой-то чисто научный интерес появился, азарт. Поймать привидение Ну, не подкараулить. поймать, а какие-то наблюдения, что ли. Ага, Ну, мне было это забавно. Некоторые мальчики испугались, оказывается, ага, и пытались заснуть до того, как проснется призрак. ага. Вот. А мне было забавно. Вот, первые шаги, они были такие, как старушка, да, с тапочками, Шаркающие такие, да? шаркающие, медленно-медленно. Вот. Потом мы догадались, что мы забыли покормить огонь. Там растопили печку, и Степан покормил, сказал, не надо пугать детей. И ну, шумы прекратились. Я думала, ай, как скучно, призрак пропал. Потом через несколько дней другие шаги появились уже с другого конца, такие деловые, более молодые. И кто-то топил печку, там, бросал дрова, и там крюки, такие металлические звуки. Но это рядом со мной была печка, поэтому мне все слышно было. Я выбегаю, тоже никто печка не топит, никого нет. Дров нет тоже. И дров, конечно, нет. И вот, ну, я поняла, что вот характер шагов поменялся, какой-то более молодой уже. Что-то другой призрак уже. Что-то другой, ну, другой призрак пришел. Шаркающая старушка ушла. Последний раз какой-то агрессивный призрак приходил. Я сплю, и у меня этот сонный паралич бататы. И прям наклоняется и в ухо. Пытался напугать. А я такая, что за дурацкий сон, короче. Не стала обращать внимания. А на следующий день через стенку там Толик Ильин спал. И слышит ночью, он орет просто. Ой-ой-ой. Я не могу проснуться, думаю, ну это же не так страшно, зачем кричать ой-ой-ой. И тут Степан проснулся и разбудил его. И они на следующий день рассказывают, смеясь, что ему такой смешной сон приснился там. И там проснулся, а тут я пинаюсь на Степана. Как-то так смешно рассказали. Но потом уже зимой он признался, что он не так смешно было, что он не спал и видел, как из коридора к нему вошла тень какая-то черная. И он пытался кричать «Оглор». А получилось А ой-ой-ой. получилось ой-ой-ой. Ну, все равно это забавно было. Ну, вот как-то так. Разные призраки. А местные ребята, они даже боялись заходить в больницу. Снаружи говорили, мы пришли. А еще был случай, мы, короче, все утро и весь обед, ну, день снимали на горе вот этот самолет, сцену. Очень сильно устали. Физически изматывающие съемки были. И работали без обеда. И вот ближе к вечеру вернулись, покушали и просто рухнули спать. Я думаю, ну, смену мы не отработали. У меня там коэффициенты были, наработка. И там 0,5, 0,3. У меня в день должно, как экономист, да, однерка выйти, чтобы одну смену отработать. Потому что погода все время меняется, и невозможно что-то спланировать. Могу только ориентироваться на свои коэффициенты. И вот я думала, там, день не отработали, что же делать, и там, что отснять, и заснула. И во сне слышу голос, что могилу снимем, и норма. Говорит чей-то голос, и я просыпаюсь. Ну, бужу ребят, там, мы будем что-то снимать или нет? И они, да, будем снимать. Проснулись кое-как, поехали. И ну, меня спрашивают, Сёма, что будем снимать? Я пока не знаю. У меня на руках ноутбук, что ли, был. Короче, пока не знаем. Едем, и добрались до фермы, и я смотрю, там дальше, где могила, холм, и с моря, так, как молоко, течет облако. И все солнце, оно уже в тумане. Обычно вот на закате солнечно же. И у нас ночная смена была. И вот туман, он полностью закрыл солнце. И сцена с могилой у меня ночная, можно ее снять, сейчас снять вечером. Ночную смену. Ночную смену. И не придется ночью работать. Я говорю, все, как сказал голос, надо снять могилу. Поехали, говорю. И мы быстро доехали, и пока этот туман, молоко не исчезло, мы сняли общий план, потом там восьмерки сняли, детали сняли, и уже стемнело. И мы вернулись, я думаю, ну, все еще, наверное, смены не отработали.
приезжаю, там, отмечаю свои эти Коэффициенты свои коэффициенты вставляешь? все, и ровно однерка. То есть сцену с могилы отсняли, и норма получилась, как сказал голос. А на новом проекте наверняка же тоже что-то такое Ой, давай я происходило. не на камеру, там вообще дичь. Конечно, ну, когда веришь, это, у тебя это такая картина мира. Ты все, что там, любую мелочь интерпретируешь как это что-то значимое, да? А для скептика это может быть, ну, это глупость. Ну, ничего не знает. Ну, череда случайностей, которые ничего не значат. Как якуты, да, как носители традиционной культуры, как, ну, мы же и должны быть носителями, да, как представители ну, культурной профессии. Поэтому мы сильно в это все верим, боимся. С одной стороны хочется снять, а с другой стороны страшно. Ну вот давай перейдем к обсуждению второго проекта, фильм, который мы ждем осенью, «Не хороните меня без Ивана». Там и тема сама по себе такая очень необычная, мистическая. И вообще как это вот, как это родилось, как идея возникла? Помнишь, на ИКТ был такой отдельно дневники ИКТ? Да. Александр Дьяконов, историк, он опубликовал пост про летаргический сон, вот, летаргический сон якутского косаря, у него такое заглавие было. И он коротенький такой текст про то, что там Иван Попов и вот этот косарь, который на фотографиях, и он, оказывается, страдал летаргическим сном, и вот однажды даже он проснулся в гробу, а его отпевал младший брат Ивана Попова, Николай, и испугался и бросил в него книгой и убежал. А покойник встал и пришел к Ивану Попову, который как раз жил рядом. И ну, туда ходили, потому что он медициной занимался. И вот он его отпоил чаем, обогрел и установил диагноз, что летаргический сон. И с тех пор Степан Берсеков всем говорил, что в следующий раз, если помру, без Ивана Попова меня не хороните. Установка. И вот там было написано, что в общей сложности там раз 6 так его спасал. Такой же очень кинематографический сюжет, яркий. И это меня отложило в голове. А я тогда еще кино не занималась. Я его вспомнила, когда была премьера «Тета и Бит». Неожиданно. Мы после показа ехали. Степан Порядин меня подбрасывал. Почему-то я ему вспомнила и рассказала этот сюжет. Говорю, о, кстати, я даже не поняла, где тут эта логика была, почему я это вспомнила. Но потом я для себя выяснила, что этот же Тета и Бит снимали в Татте. Ага. Татинский привет какой-то передался. А я даже не знала, что Попов татинский. Просто почему-то вспомнила и рассказала, что такой сюжет есть. И забыла. А потом через пару недель меня позвал Прокопий Романович Наговицын, Галатский вуз, на день якутского языка, что ли, был. Ну, фильм там показывали. И после показа было фотографирование, там люди подходили, мы фотографировали. И вот самый последний остался один человек. И Прокопий Романович говорит, вот посмотрите на этого парня, его уже пора снимать, говорит, посмотрите на его лицо. Я посмотрела и вижу, Степан Берсеков ходит, прямо как с фотографии, меня прямо так щелкнуло. Я вспомнила эту историю, я как раз была в раздумьях, что же я буду снимать в этом году, идею подыскивала. И вот пока мы с Небегунцев обратно ехали, уже почти весь фильм увидела сюжет. Вот дважды меня вот так идею подбрасывает. С первого раза я не поняла, просто вспомнила, сказала и забыла. И вот второй раз через 2 недели меня еще раз полбу так щелкнули. Еще и главного героя показали. Да, теперь я поняла. И уже и решила, что именно его буду снимать, потому что он точная копия. Ну, когда так все складывается, ну, бывает так, что какие-то вещи там сами собой случаются, как-то все вот удачно идет и идет. И даже Попов у меня сам появился. Расскажи. Ну, первый драфт сценария я написала, но он был другой несколько. И отправила Шадрину, и он, по-моему, даже не считая, отправил московскому продюсеру, даже не предупредив. Я просто отправила им, почитай и скажи, что тут плохо, потому что я чувствовала, что сыро. И он мне говорит,
Сейчас тебе перезвонят из Москвы. Я говорю, кто? Продюсер. И тут мне звонит Иван Болотников. Там, меня тоже зовут Иван. Вот так. И будем работать. Не было сомнения. И решила погуглить, что за Иван Болотников. И в его фильмографии нашла фильм, и включаю его. И тут чуть ли не в первых сценах вижу Ивана Попова. Прямо как будто с картинки сошел. Так, я думаю, понятно. И погуглила этого актера, просмотрела разные видео с ним, фотографии, ну и поняла, что судьба. Что это он. Да, потому что никого из российских актеров я не могла себе представить, потому что очень такое характерное лицо, и вот эти брови такие. В общем, он был точной копией, полное попадание двух героев. Прям сами ко мне шли. Ага. И сразу договорились потом, он сразу согласился? Ага, я через Шадрин передала Болотникову, он сказал, это мой друг, и, само собой, никаких вопросов. И ему тоже сценарий отправили, он сразу, ему история понравилась. В общем, с главными героями сразу все так сложилось. И со второго плана актерами тоже никаких проблем не было. Я их, всех же актеров знаю, и примерно под них и писала. То есть таких радикальных, катастрофических случаев, что кого будем снимать, не было. Кроме этих русских актеров. Нехватка же у нас с русскими актерами, а отец Иван Попов, возрастной актер, с бородой, священник. Мы его очень долго искали. И в конце концов поняли, что наш актер перед нами, а я его, Югова Вячеслава, который в «Чарине», в «Холодном золоте» снимался, я его на другую роль сначала назначила, уже договорилась с ним. А потом поняла, что вот же ходит готовый актер, а там на эпизод найдем кого-нибудь другого. Так и случилось. Сейчас постпродакшн, да, уже? Почти фильм готов. Сейчас последние эти поправки по цветокоррекции в Москве делают. И вот это все надо объединить и еще раз тестовый показ посмотреть. А так все готово. А кого сейчас больше всего не хватает в якутском кино? Потому что несколько лет назад говорили, что сценаристов. Вчера на круглом столе сказали, что продюсеров. У всех. Кроме режиссеров, нехватка всех. Все хотят быть режиссерами. Русских актеров, это я уже услышала. Ага. Более-менее операции группы, они быстро размножаются, чуть сказала, друг друга обучают, и очень много увлекающихся видеографов, фотографов, ребят, которые пополняют ряды операторской группы, гаферов, их в принципе нормально. Нехватка художников, сценаристов, звукачей, гримеров, всех художников по костюмам, вторых режиссеров вообще, кроме Насти Питер, профессионального второго режиссера, и Ира Пугаева иногда работает, и все. В общем, на каждой позиции фактически один-две персоны, и все. А фильмов-то много снимается. В 20 веке, когда кино только началось, считалось, что режиссер — это вообще не женская профессия. Как ты, насколько тебе комфортно, есть ли какая-то разница? То есть, ты же работала вторым режиссером у мужчин-режиссеров, скажем, да? Есть ли какая-то разница? Есть ли вообще такое понятие, как женское кино, или это просто придумывают? Так, женское кино. В якутском кино такой проблемы я не вижу и не чувствую, да? Абсолютно. И в съемочной команде там и девушки представлены, и парни, и все на равных условиях, можно сказать. Вот эта тема, как-то интересная дискуссия была однажды на фестивале в Финляндии. И там самки, там феминистки, такие ярые, воинствующие, женщины-организаторы. И меня куда-то позвали на какую-то дискуссию, круглый стол, там проблемы женского кино или что-то такое. Я сижу, я не понимаю, о чем говорить, какие у меня проблемы. Я говорю, нет проблем. Потом я с ними общалась, с организаторами.
Я говорю, я не поняла ваш топик. И они сказали, так, у вас все нормально, это у нас проблемы, говорят. А какое кино ты сама любишь смотреть? Ну, разные, главное, хорошие и качественные. Поэтому приходится старые фильмы смотреть. Ну, из якутских «Сайлык» всегда советую молодежи, потому что это старый же фильм, да, и он какой-то доголливудский абсолютно. Никакого влияния нет. Еще видеотека, видимо, тогда нам мозги не промыла еще. И прям чистый такой якутский фильм, без всяких примесей. И когда хочется вот вернуться к истокам, пересматриваю иногда этот фильм, когда я хочу понять, что такое якутский фильм, и вот шелуху так почистить. Потому что, говорю, Голливуд головного мозга, от него прям избавиться трудно. Мы же все на Голливуде выросли, поэтому все инструментарии, все приемы, они уже на подсознании голливудские. где-то. А другой край — это советское кино, на котором мы тоже все выросли, и оно уже такое более, такое монументальное, да. Тем не менее, я не говорю, что это плохо, наоборот, вот из советского кино. Ну и опять же, молодежи советую, например, «Место встречи изменить нельзя», по драматургии просмотреть, потому что там каждый персонаж, он максимально проработан. Судьба, даже если он на минуту появляется, мы сразу видим, какой он социальный слой представляет, какая судьба человека. Он не обязательно плохой, да? Нет таких однобоких персонажей, всем хочется переживать. И вообще драматургическая там структура очень сложная. И хорошие парни, условно говоря, с плохими до конца не встречаются до самого конца и не общаются. Просто вот я сказал горбатый. Вот только там уже они встречаются. То есть структурно они друг с другом не встречаются. Получается, драматургический конфликт, он не на них строится. Значит, надо внутри хороших парней другие микроконфликты делать. То есть, если разбирать, это очень сложно построенный, очень основательный и прямо как учебник. Учиться. Для меня это учебник, потом то, что я говорю, гуманизм. Фильмы Робина Уильямса я люблю. Тоже прямо, там на пьедестал поставили, да, человеколюбие, гуманизм. И вот, много фильмов, это можно бесконечно говорить. Я не говорю, что Голливуд плохо. У них учиться надо, конечно. Особенно у старого Голливуда, где каждый, что ни фильм, даже боевики, они все авторские. И подход уникальный, авторский. Просто смотреть и учиться надо. В каком жанре бы ты сняла кино, если бы у тебя был неограниченный бюджет? Все мечтают о фэнтези. Я бы даже сказала, сказка, наверное, меня привлекает, волшебная. Люблю там в этом. В то же время что-то страшное хочется снять, и в то же время и опасаясь. Вот мне нравится фильм «Братья Гримм». Помнишь, в башне там Моника Беллуччи. Хитро придумали, чтобы все их сказки вместе показать, что они якобы мошенники, которые подстраивают, и сами же своих этих подстроенных актеров-призраков убивают, а оказалось, что сказка — реальность. И постепенно переплетение мифа и реальности происходит. Очень грамотно сделанный сюжет. И вот там присутствует дух настоящей сказки, потому что настоящая сказка, она должна быть страшной, да? Чтобы ребенку там рассказать, и там волк придет, тебя съест. Спи быстро. Да. Немножко страшно должно быть. Вот настоящая сказка. И вот этот дух, он там выдержан. Никаких там приторных и что там раскрашенных эльфов. Кстати, Толкин тоже обожаю, потому что очень такой, он же основывался все равно на мифологии готовой, скандинавской, да? Европейской, скандинавской. У него же прослеживается военный опыт. Сэм, отважный Сэм, товарищ, на которого можно положиться. Военный опыт прослеживается. В общем, он же не с нуля придумывал это все, он базировался на уже готовых мифологиях,
каких-то культурах. И у нас же прямо непочатый край в этом плане. Тоже хотелось бы когда-нибудь, что вот дорастем до такого уровня. А в то же время вот с маленьким бюджетом не хочется портить там картонными эльфами. Да? А, Ну, время еще не пришло, но простор для творчества есть. Но не сейчас. Как любил говорить всегда Андрей Савич, что почему у якутов получается кино, потому что в Волонхо, если его почитать, там клиповое мышление. И поэтому наше так типа классно, потому что у них монтаж уже заложен типа в подсознании. Ну и я бы еще добавила, что плюс еще наши страшилки. Мгм. Лучиков сидит, да? Мгм. Признайся, что ты в школе не Олухо рассказываешь друг другу, а страшилки, да, лучей. Да, однажды это надо, и обязательно надо вот интригу выдержать, а потом и напугать, да, и удерживать внимание аудитории. «Храните меня без Ивана», она же рассчитана на российский прокат, в том числе вы рассчитываете? Ну, если получится, конечно, но изначально такой задачи, ну, лично для меня не стояла. Конечно, продюсеры хотят тем прокат, чем шире, тем лучше, конечно. И их пожелания тоже учитываются, но мы не играли изначально на российскую публику, а на якутскую. Но все равно, вот, даже по «Надо мной солнце» я заметила, что этот фильм же я снимала чисто для якутской аудитории, без всякой мысли об адаптации. И потом ездила по миру и смотрю на реакцию зрителей, и, как оказалось, им абсолютно все понятно. Ничего не надо разжевывать, там, объяснять, что у нас призрак, вот так мы кормим духов, аборигенов изображать, да? Удивлять пытаться. Ничего, абсолютно им все понятно. Ну, потому что это человеческое, гуманистическое, Да. как ты говоришь, Да. кино. И это меня удивило, и я поняла, что вообще не стоит пытаться адаптировать. Вот если ты понравишься якутскому зрителю, значит, всему миру ты понравишься. Настолько у нас требовательный зритель. Ну что ж, на этой ноте я предлагаю завершить наш разговор. Большое спасибо за интервью. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.